В эфире информационная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска озвучу главные темы уходящего дня. Физкультурно-оздоровительный центр с бассейном построят в Нюрбе. Айсен Николаев подписал соглашение с генеральным директором Иркутской нефтяной компании. В Якутске появится один из самых современных медицинских центров республики и уникальный арктический центр «Эпоса» в ходе строительства объектов. Новый год без вреда здоровью. Расскажем о простых, но действенных правилах питания в праздничные дни. Сразу 3 якутских театра стали претендентами на «Золотую маску». Озвучим театры, претенденты и с какими постановками они представлены. Рекордное количество спортсменов приняли участие в первом отборочном этапе турнира «Игры Дыгына». Кто из каких улусов принял участие в отборе, а также сколько дыгынов пройдут на игры. В рамках рабочей поездки в Москву глава Якутии Айсен Николаев подписал соглашение с генеральным директором Иркутской нефтяной компании, куда входит Саханефть. Документ предусматривает социально-экономическое сотрудничество. В рамках договоренности добывающая компания выделит целевому фонду будущих поколений средства на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в городе Нюрба. Финансовую поддержку получит Республиканский фонд развития инноваций. Среди будущих проектов – строительство магистральной волоконно-оптической линии связи Ленск-Алекнинск и другие. Нам показалось, что все эти направления важны, и социально важны, и с точки зрения образования, с точки зрения развития республики, развития молодого поколения в республике. Поэтому мы с удовольствием откликнулись на этот призыв. Мы хотим продемонстрировать, что мы в Республике Саха и развиваемся, и хотим быть действительно по-хорошему якутской компанией. В рамках государственно-частного партнерства группа компании ВИЗ продолжает вести работу по соглашению с правительством республики. Так, например, в городе появится один из самых современных медицинских центров республики. Ведется строительство арктического центра искусств и эпоса. Осмотреть объекты и оценить степень их готовности отправилась и моя коллега Надежда Саханская. В Гагаринском округе Якутска полным ходом ведется строительство поликлиники на 600 посещений в смену. Благодаря механизму государственно-частного партнерства в городе создадут один из самых современных медицинских центров республики. Сейчас у здания одной из крупнейших поликлиник в республике ведутся работы по внешней и внутренней отделке. К слову, внутри уже появилось отопление, электричество. Сейчас ведутся работы по прокладке канализационных водопроводных труб. Ну а вот объекта запланирован уже на лето 2025 года. Это подразумевает под собой и укомплектование штата специалистов. При проектировании подрядчик работает по индивидуальным чертежам. А это значит, что здание поликлиники не будет типовым. На объекте будет женская поликлиника, взрослая и детская. И также он будет оснащен современными медицинским оборудованием КТ, МРТ и маммографами. Рентген, да, тоже рентген-кабинет, тоже все здесь предусмотрено. Компания ВИЗ полностью уже это оборудование закупила, оно лежит на складах, то есть сейчас ждет стройготовности. Мы планируем установить это оборудование МРТ в марте месяце для того, чтобы успеть его привезти по зимнику. Еще один объект объезда – арктический центр эпоса и искусств. Здание общей площадью почти 33 тысячи квадратных метров разместит под одной крышей филармонию, 2 театра, а также пространство для выставочных и деловых мероприятий. Уникальным будет и концертный зал. Акустика в нем выстроена таким образом, что артисты смогут выступать без микрофонов. Да, но это классический зал филармонии. И мы знаем, что ценность таких залов в том, чтобы зрители могли воспринимать звук живой, без звукоусиления, без искажения аппаратуры. И этот зал будет рассчитан именно на такой звук. Все функциональные помещения будут оснащены современным сценическим, световым, звуковым и акустическим оборудованием, а также мебелью. Объект уникален как по применяемым архитектурным решениям, так и по климатическим условиям, в которых он возводится. Здание действительно поражает своим величием и масштабом. Ну а радовать жителей и гостей республики оно уже будет в 4-м квартале будущего 2025 года.
Надежда Саханская, Аэлита Махно, Якутск. Коллегия регионального Минтранса подвела итоги деятельности за текущий год. Так, по итогам уходящего года республика занимает второе место на Дальнем Востоке по вводу региональных автомобильных дорог. Всего по Якутии в нормативное состояние привели 395 километров автодорог. Также в этом году начато асфальтирование региональной автодороги Амга, работы по которой планируется завершить в 2028 году. Еще одно главное событие уходящего года – старт строительства моста через реку Лена. По состоянию на 23 декабря установлено 45 свай. Работы по обновлению парка воздушных судов, реализации железнодорожных проектов, а также ремонту и строительству дорог продолжаются и в будущем году. Намеченные планы, также все субсидируемые авиаперевозки и речные перевозки также будут продолжены. Будем расширять программу автобусных перевозок на новый нацпроект «Инфраструктура для жизни». Также будет направлено около 5 миллиардов рублей. Туда, напомню, вошли 4 наших крупных городских агломераций. Это Алдан, Нерингри, Мирный и Ленск. Итоги деятельности Госсобрания за текущий год подвели в Якутске. Отчет прошел в рамках пресс-конференции председателя палаты Алексея Еремеева. Так, некоторые из вопросов касались субсидирования тарифов ЖКХ, проблемы бродячих собак. В целом, за весь год Госсобранием были приняты 288 нормативных правовых актов. В том числе ряд законопроектов касался года семьи и детства в республике. Это изменение размера выплат детям, сиротам, регионального материнского капитала и статуса многодетной семьи. Важность проделанной депутатами работы Еремеев подчеркнул, отвечая на вопрос о дополнительных субсидиях, стимулирующих рождаемость. Форма у нас была такая диалога построенная. Я постарался уменьшить свое вступительное слово, объем, и сделать все возможное, чтобы было задано как можно больше вопросов. Вопросы развития сельского хозяйства, вопросы реформирования жилищно-коммунального хозяйства, вопросы реформирования местного самоуправления задавали такие серьезные вопросы. Это меня очень порадовало, что их волнуют такие вопросы. Якутские студенты и преподаватели показали хорошие результаты на всероссийских конкурсах профессионального мастерства, завоевав награды в престижных соревнованиях, включая «Студент года», «Обилимпикс» и «Профессионалы». Подробнее о проектах и их победителях смотрите в следующем материале. Российская национальная премия «Студент года» – это не просто конкурс, это настоящий барометр талантов. В этом году победу одержал Намский педагогический колледж имени Винокурова. 4 дня напряженной борьбы, где студенты проходили через огонь, воду и медные трубы. Самопрезентации, сложнейшие тесты, жаркие дебаты, захватывающие деловые игры. Каждое испытание проверяло не только знания, но и лидерские качества. Умение работать в команде и отстаивать свою позицию. В номинации было 4 этапа. Провелась тоже 4 дня. Да. Проект был про лагерь, летний лагерь Игоря Дыгына. Мы там с нуля сделали лагерь летний для детей. Сейчас очень актуальная проблема в том, что молодежь сидит в телефонах очень много, не занимается спортом и сидячий образ жизни получается. И мы хотим предотвратить это и сделали летний лагерь. Не менее впечатляющим был успех и у школьников Якутии. Так, на чемпионате профессионального мастерства «Обилимпикс» учащиеся с ограниченными возможностями здоровья показали хорошие результаты, что подтверждает высокий уровень подготовки якутской системы профессионального образования. Как я закончу школу, я хочу поступить в ресторанный сервис, профессию. Почему я именно выбрала ресторанный сервис? Потому что я 3 года занималась. И это не же просто так. Я подумала, может пойти и еще раз узнать. Когда я улетела в Москву на финал, мне было самое интересное – это обслуживание. Мы там обслуживали гостей, работали на баре. Мы там делали лимонады и коктейли. Кроме того, студенты завоевали 4 медали на Всероссийском чемпионате профессионалов в Санкт-Петербурге, соревновавшись в 55 компетенциях. Многие из них – это яркий пример того, как упорство, талант и вера в себя могут привести к успеху. Их победы – это не только личные достижения, но и гордость для всей Якутии. Дарья Короленкова, Виталий Дьячковский, Якутск. О самых заметных событиях Нерингринского района узнаем в еженедельной подборке новостей от наших коллег. Предлагаю посмотреть.
В ближайшие несколько минут мы расскажем о самых значимых событиях Нерюнгринского района за прошедшую неделю. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Неравнодушные жители, предприятия и предприниматели Нерюнгри продолжают принимать самое активное участие в оказании помощи тем, кто в ней остро нуждается. Накануне крупная партия гуманитарного груза была отправлена в Курскую область. Сегодня совместно с администрацией города Нерюнгри Народный фронт подготовил к отправке гуманитарную помощь жителям Курской области. Сегодня мы отправляем 62 коробки вещей жителям Курской области. В данных коробках находится все необходимое. Это зимние вещи, теплые вещи, детские, мужские, женские, подростковые. Нерюнгринское отделение Народного фронта активно сотрудничает с местными органами власти и благотворительными организациями для координации усилий по оказанию гуманитарной помощи. Движение первых в Нерюнгринском районе продолжает набирать обороты. Кроме более 3000 юных нерюнгринцев, принимающих самое активное участие в деятельности движения, мероприятиями, проводимыми первыми, охвачено еще более 3000 жителей района всех возрастов. Движение первых – это сотни уникальных программ воспитания и становления личности активного и ответственного молодежного сообщества. Традиционно в конце года прошла встреча руководителей первичных организаций, открытых практически во всех образовательных учреждениях района, чтобы обозначить контрольные точки и подвести итоги уходящего года и обсудить планы движения на год следующий. Нужно сказать, что в Нерюнгринском районе установленный контрольный показатель эффективности достигнут. На данный момент его исполнение составило 119%. И, соответственно, это заслуга всех тех, кто работал в течение этого года с нашим подрастающим поколением, с нашими участниками всех тех мероприятий, всех тех событий, которые были организованы в рамках деятельности движения первых. Накануне в Нерюнгри завершился открытый чемпионат и первенство республики по джиу-джитсу. Спортивное мероприятие собрало 240 спортсменов из Амурской области, Приморского края и Якутии. За схватками спортсменов пристально наблюдали 8 высококвалифицированных судей. Сколько существует Федерация джиу-джитсу Республики Саха-Якутия на территории якутской земли, если мне не изменяет память, это с 6 марта 2006 года. Еще не было данного крупного именно чемпионата и первенства Республики Саха-Якутия по джиу-джитсу. Ребята прибыли у нас с города Благовещенск, Сковородино, Тында, село Чигири. И остальная часть – это наши местные спортсмены. Также присутствуют клубы «Стрелы», клуб Федерации самбо нашего Нерюнгринского района самбисты. То есть мы очень плотно самбо работаем. Общее количество человек – 240 участников. Самым маленьким участникам соревнований 4 года. Взрослые спортсмены 2007 года рождения и старше. Это ребята, имеющие большой соревновательный опыт. Я был в Хабаровске, Благовещенске, где еще? Уссурийске. Занимаюсь 7 лет, нравится бороться. В философии боевого искусства джиу-джитсу доминирует гибкость мышления, мышц и настрой победить. Сразу после победного боя мы узнали у юного спортсмена, что помогло ему одержать верх над противником. Благодаря моему тренеру он мне помог выучить много хороших приемов. И из-за этого я победил эту схватку. Броском, да, он меня учил много броскам. Это были хорошие броски. Мне это понравилось. На этом у меня все. Мы продолжим следить за развитием событий. О самых значимых из них расскажем на канале Якутия-24. Новый год без вреда здоровью. Праздничные блюда представляют опасность для организма. Чтобы не допустить серьезных последствий, необходимо соблюдать ряд правил. Каких именно, расскажет Вероника Таюрская. Традиционно новогодние праздники не обходятся без тяжелых блюд, к которым относятся в том числе оливье, селедка под шубой и другие. Диетологи напоминают, что чрезмерное употребление жирной, жареной и соленой еды приводит к проблемам со здоровьем. Поэтому стоит ограничиться их малым потреблением или исключить из своего рациона. Врачи также советуют не отказываться от завтрака в день приготовления новогоднего стола и придерживаться правильного количества белков, жиров и углеводов. Готовить еду лучше не в больших порциях, да, и можно готовить все-таки это выходные дни, можно готовить все-таки понемножку, но чаще, потому что большое количество еды, которое остается, оно потом все-таки становится источником развития различных болезней. Там возникают различные болезнетворные
микробы. Хранить продукты надо, ну, соответственно, в холодных условиях, потому что иногда после праздников обычно еда остается на столе, и если дома, скажем, очень жарко, много народу, домашние животные, то обычно отравления уже могут произойти на следующий день. Особое внимание стоит обратить на детский стол. То, что едят взрослые, не всегда подходит для растущего организма. Так, традиционные цитрусовые, в числе которых и всеми любимые мандарины, могут стать не только причиной аллергии, но и более серьезных последствий. Питание должно быть сбалансированное, чтобы родители уже заранее продумывали меню на детский праздник, да, чтобы не было переедания. И, конечно же, ограничить сладости в этот период, когда сейчас у нас в детских садах, школах дарят новогодние подарки. Хотелось бы добавить то, что родители можете совместно с ребенком приготовить какие-нибудь полезные блюда, допустим, йогурт с ягодами. Хотелось бы отметить, что, допустим, может приготовить выпечку с наименьшим количеством сахара. Соблюдение этих простых правил поможет организму легче усвоить тяжелую еду и получить все необходимые микроэлементы без вреда для здоровья. Власий Сергеев, Вероника Таюрская, Семен Семенов, Якутск. Традиционно ко Дню спасателя почтили память героев, сотрудников пожарных служб, отдавших свою жизнь при исполнении долга. Возложить цветы к мемориалу у неопалимой часовни при МЧС ежегодно приходят начальники пожарно-спасательных гарнизонов со всех республики. Сама часовня была построена в 2009 году с целью увековечить героический подвиг пожарных. Памятник освящен в честь покровительницы пожарных и спасателей иконы Божией Матери Неопалимая Купина. По нашей традиции, при проведении сборов и подведении итогов 2024 года в этом году и постановка задач на 2025 года происходят сборы. Также в преддверии праздника Дня спасателя на территорию города Якутска прибывают все начальники пожарно-спасательных гарнизонов, и мы отдаем дань памяти нашим товарищам, погибшим при исполнении служебного долга. В молодежном центре города Нерюнгри прошел большой зимний городской фестиваль «Субкультур Декабрь». Гостей ждала обширная развлекательная программа и масса сюрпризов от организаторов. Как прошел фестиваль, узнаем у наших коллег. Городской фестиваль «Субкультур» стал поистине уникальным мероприятием, собравшим увлеченную и творческую молодежь города Нерюнгри. Каждый гость фестиваля смог найти занятия по своим интересам и попробовать открыть в себе новые таланты. На самом деле поддержка субкультуры это является локальным патриотизмом, потому что если мы поддерживаем творческую, интересную, необычную молодежь, которая немножко отличается от основного пласта, который сейчас у нас в стране есть, это очень важная часть. Они начинают любить место, где они живут, они начинают любить свое хобби, себя, людей вокруг себя и также вкладываться сами в то, что происходит в нашем городе. Большой интерес вызвали творческие мастер-классы, среди которых игра «Меняемся холстами», урок каллиграфии и мастер-класс по живописи, на котором каждый желающий смог внести свой вклад в создание коллективных картин о фестивале, своем творчестве и идеях. Вот это вот именно стимулирует, это дает, раскрывает таланты новые, которых у нас очень много, только они стесняются, по домам сидят. И благодаря вот таким вот мероприятиям мы их вытаскиваем и пробуждаем также интерес к творчеству, к искусству, которое очень сильно влияет на нашу жизнь. Нерюнгринское городское казачье общество организовало выставку оружия и обмундирования. Также прошел конкурс костюмов и дефиле для любителей косплея. Школа «Огни Нерюнгри» провели мастер-класс по поингу, а мотоклуб «Северный легион» организовал площадку в рамках пропаганды ответственного отношения к мотоциклам и безопасному поведению на дорогах. Как по мне, молодежь обязана выражать себя хоть как-нибудь, делать какие-нибудь косплеи там, или просто приходить на какие-то мероприятия. Они должны хотя бы когда-нибудь это делать, а не просто засирать друг друга в интернете. Я считаю, это достаточно важным мероприятием, потому что тут можно найти что-то новое. Например, Дендо. Это достаточно интересная игра. Я, конечно, не играла, но слышала про нее. И люди, которые увлекаются косплеем или еще чем-то, им интересны такие мероприятия, чтобы показать свои навыки или еще что-то в этом роде. Вообще, мне сами по себе очень сильно нравится
такие мероприятия. Я хожу уже сюда в районе года, давно участвую в мероприятиях по косплею. Вот послушали про мотоциклы, очень сильно все нравится, жду очень сильного выступления. Большой интерес вызвала зона настольных игр, а клуб военно-исторической реконструкции «Волчий кряж» создал воистину атмосферное пространство, где гости смогли окунуться в мир средневековой Руси. Ну а завершился фестиваль большим праздничным новогодним салютом. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Сразу 3 якутских театра стали претендентами на «Золотую маску». Предварительный отбор сезона официально начался с 1 августа этого года. Театр юного зрителя представил спектакль режиссера Антона Батакова «Фотография, на которой меня нет». Государственный театр оперы и балета представил балет «Сияющий камень» в постановке Екатерины Тайшиной. А театр кукол – спектакль по мотивам рассказов Максима Горького «Старуха Изергиль». Режиссер Алексея Иванова. Финал фестиваля «Золотая маска» пройдет в Москве в апреле и мае 2025 года. Рекордное количество спортсменов принимает участие в первом отборочном этапе турнира по национальному многоборью «Игры Дыгына-2025». В борьбу за заветные путевки вступило 58 спортсменов из разных районов республики. Подробнее в сюжете Тимура Колмогорова. Отборочный турнир впервые собрал такое количество атлетов. Расширилась и география участников. Так записались многоборцы из Ленского, Среднеколымского, Анабарского, Аймеконского, Мирнинского и Момского районов. Традиционно программу комплексных соревнований открыли прыжки «Üstügül-Üs». Все очень подготовленные, очень сильные ребята. Но еще только первый вид только закончился. Еще далее 6 осталось. Результат «Üstügül-Üs» для меня 33-65. Для меня это очень хороший результат. Леонид Филиппов, Джулстан Наговицын, Алексей Уваровский и Вячеслав Дьяконов. Все они являются чемпионами и победителями игр Дыгына разных годов. Ну и, конечно же, на этом отборочном этапе они также являются и ее фаворитами. И благодаря своему мастерству, силе, ловкости, выносливости они претендуют на участие в финале игр Дыгына 2025 года. Собралось очень много молодых, талантливых ребят. И хотел бы себя тоже, как сказать, проверить. Ну, у меня соревнования на соревнования я прихожу с удовольствием, то есть я получаю удовольствие. И поэтому хочу участвовать с ними тоже, поделиться с опытом. Напомним, что для игр Дыгына была создана новая рейтинговая система отбора на финал. В соревнованиях смогут принять большее количество борцов, до 16. Финалистов на турнире определят по наилучшим показателям всех 3 отборочных этапов. В Габуре занимается очень много ребят, да, и в данный момент равных очень много спортсменов. И наперед не могу сказать, как бы, кто выиграет, кто попадет, путевки получит, да. Турнир собрал всех, скажем так, да. И чемпионы тут участвуют, и молодые перспективные ребята, которые жаждут, да, победу. Они набираются в таких турнирах опыта, и это большой плюс для них будет. Ну, как говорится, турнир покажет. По итогам состязаний в прыжках «Üstügül-Üs», якутской вертушки и масс-рестлинге после первого дня общую таблицу возглавляет Николай Матананов. Следом идет Алексей Уваровский. Тройку лидеров замыкает Алексей Соколов. Завтра спортсмены будут состязаться по стрельбе из лука, беге на 400 метров, хапсагаю и перетаскиванию камня. Отметим, что на этом старте будет разыграно 3 путевки на финал турнира. Тимур Колмогоров, Виктор Дьячковский, Якутск. Мастер-класс чемпиона мира посетили 70 ленских боксеров. Чему обучил именитый спортсмен, узнаем далее. Для чего это упражнение? Для защиты. Из атаки сразу в защитную стойку. Таково главное правило боксера. Его ленским спортсменом озвучил чемпион мира и Европы по боксу Игорь Михалкин. Он посетил 5-й открытый турнир Ленского района памяти тренеров Николая Габагуева и Сергея Храмцова и привез с собой 2 трофейных пояса. Такие ценные награды вдохновили 70 юных спортсменов из Ленского, Мирнинского и Алёкминского районов, а также Намского улуса. Занимаюсь 5 лет уже спортом. На турнире я уже 3-й раз. Впечатление, хороший соперник попался. Вообще такие встречи с чемпионом мира, они мотивируют заниматься дальше? В
принципе, да. Хочешь такой же пояс? Да. В моей жизни это впервые подобные соревнования. Мне понравилось очень, и я впервые увидел чемпиона мира. То есть я получил огромный опыт, несмотря на то, что я не боксировал пока. Но в любом случае мне понравилось, я бы еще раз приехал. С новым опытом юные спортсмены ступили на ринг. В недалеком будущем каждый из них может обрести трофейный пояс. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Встретимся в эфире.